Құста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Алпамыз сонда сөйледі, ата саған келгенім, келіп сәлем бергенім. Біреудің малын бақпашы, біреудің отын жақпашы, балаңнан хабар білмеймін, бекерге жала жаппашы. Әке, Оразмерген жігіттермен келіп түсіп жатыр. Отец, Оразмерген приехал с джигитами. Қайдан келе қалды бұл Вот не кстати. Ертең көшке бөгет. Как бы он не помешал от кочевки. Сен бар. Ты вот что, иди сообщи. Понял? Ал сен барып қарсы. А ты встречай. Сен де барып ұйықта. Қалғанын ертең оқырмыз. Сынок, ступай, завтра дочитаем. Ассалаумағалейкум, Дос Мұхаммед би. Уағалейкумассалам, батыр. Жоғары шық. Қызым шешеңе барып айт. Доченька, иди скажи матери, гости прибыли. Проходи на почетное место. В этом доме гостей у порога не держат, Оразмерген. Побудьте во дворе. Ал. Туған жеріңе соқпағалы біраз вақыт болып еді. Давно не был в родных краях, Ораз. Добро пожаловать. Жолым болар-ау, бияға. Станет дорога доброй, если вы протянете мне руку помощи. Бейім тайыңды айт отыр. Что ты задумал? Айтсам, говорят, туып өскен жерімізге үлкен қатер. Большая беда надвигается на наши края. Мен келген жақта осы. На той стороне я много слышал об этом. Ай, Оразай, жұмбақтамай-ақ сөйлесейші. Зачем пугать старого человека? Не говори загадками. Все, о чем говорят, вы слышали. У вас всегда был чуткий слух, бай. Когда это было? Теперь ты видишь перед собой старого беспомощного калеку. Не говорите так, ага. В этой округе нет более почитаемого аксакала. Поэтому я и пришел к вам. Ну что ж, говори. Ничего не пожалею для тебя. Говорят, будто бы из центра собираются вести в нашу сторону железную дорогу. Слышал об этом. И вас это не тревожит? Понаедет много народу, построят города, заводы, распашут пастбища, где скот пасти казаху. Мне там русские об этом говорили. И ты хочешь помешать этому? Я хочу, чтобы мы этому помешали. Мы, я, вы и другие, достойные носить имя свободного человека. Очень много табунов я перегнал на ту сторону для тебя. И ты знаешь, что там есть и моя доля. Так вот, я откажусь от своей доли, если ты соберешь мне 100 джигитов. И клянусь, что к священной Хантенгри не подъедет дымная шайтан-арба. Боюсь, Ораз, что гонишься ты за тенью. Этим ты новой жизни не остановишь. Люди устали от крови. Новая власть дала им покой, землю, тепло очага. А ты известен в народе только как барымтачка на крат. Не пойдут за тобой люди. Пойдут. Если вы скажете «пойдут», во всей нашей округе народ ждет,
вашего слова. Настало время джигитам седлать коней. Ай, батырым, қалған әңгімені ас ішіп, Батыр, давай поедим. Такой серьезный разговор на голодный желудок не ведут. Подготовьте такое донесение. По нашим сведениям, вчера ночью границу перешел небезызвестный Ораз Мерген. Аксакал, кто же лошадь соломой чистит? Я не чищу, я просто чешу. Прошу Коксаевскую погранзаставу усилить бдительность на своем участке. Иду по следу Касымов. Есть. Много не болган. Что с лошадью? Рана не заживает. Ухаживать надо лучше. Да. А сколько лошадей угнали в прошлом году? 90 из Узунбулакского совхоза, из Каширского племзавода 120 коней. Всего 210 племенных голов. Скоро будем ездить на ишаках. Да, кто-то ему здесь помогает. Конечно же, Дос Мухаммед Бай. Предупредить хозяйство. Пусть усилит охрану табунов и вооружат табунщиков. Выступать будем через полчаса. Şeytan karanlığı Жайлаудан жылқайдаймын өңшең алаң. Ты заткнешься или нет? Развылся накося, все волки сбегутся. Ну, киргизская твоя рать. Эй, Петр, пускай он-то поет. Недолго теперь. Я тебе не Петр, а Федор. Я и сказал это, Петр. Ящул кошачий. Ну что ты ереешься, Федя? Меня вот Тимофей кличут. А Афанасия в Апанаса превратили. Заткнись, тебе говорят, падаль бусурманская. Ты, небось, меня ночью-то. Петраков! Ну? Вот сюда! Ты, Петраков, свои станичные замашки брось. Ишь, размахался. А че он все воет и воет? Не к добру это. Примета есть. 8 лет без царя, он все казакует. Зато ты у нас быстро перелицевался. Ой, Федор, тебя политграмоте учить да учить надо. А я ее старшой еще на гражданской выучил. Ну ладно, хватит. Марш в дозор. А как же, обязательно слушаешь. Дос Мухаммед нас предал. Теперь тебе все равно, кто предал. О чем разговор, Семенович? Я же приказал с арестованными не разговаривать. Да ругаются. Про того калеку говорили, дескать, он навел. Слушай, старшой, Федька здесь правый, чего их судить-то? Там разберутся. О, Салим скачет. Бұл қайдан жүрін? Бұл ипташ тегін жүрген жоқ дейсің да, Разрешите обратиться, товарищ начальник? Обращайтесь. Взяли Ораз Мерген и всю его шайку. Как? Вашими силами? Так точно. А потери есть? Так точно. Потери есть. Синяк под глазом у Петракова. Боецкий Самудинов. Ну. Виноват. Нет потерь. А где взяли? У Дос Мухаммеда. Без ноги-то. Это он нам помог. Сам Дос Мухаммед? Да. Командир сказал, что основной отряд будет ждать у Мазара. Никого нету, старшой! Вот этот в Мазаре прятался. Привал! Сигареттан! Эй, энто, добросой шатыңды. А я что делаю? Эй, Сәлім, Сәлім, ей! Салим, посмотри, не высохли колодец? Есть вода, есть.
Ata babana arvana başladım. Allahu Ekber. Ты кто, Аксакал? По-русски понимаешь? Да отпусти ты его. Да понимают. Все они понимают, только притворяются. Ну, говори, кто будешь, куда идешь. Я Майман, начальник. Я плохой человек, самый плохой человек. Почему так говоришь? Скот нет. Земля копать не умею. Шурум-бурум торговать не умею. Покупать денег нет. Меня пролетар. Пролетарий, говоришь? Так это неплохой человек. Я сам из пролетариев. Ой, ай, налай. Начальник, ай, мунда, салхан. А, нет, туда нам еще рано. И здесь не жарко. Семья есть? Дети, балашага? Ой, Kalım нет, жена нет, балашага нет. Начальник, она вдругать ища, мой семья, балашага. Семенович! Да? Тут отобедаем. Добро. Тут и отряд Касымова дождемся. Угу. Вот тут-то. Дай поначалу вот этому. А то, может, отравлено. Я хотел лошадям дать. А что, без лошадей-то делать будем? Чай не казенные. Давай вот им дадим. Ой, Ашандар шлюм. А ну, бандюга, пей. Пей, говорят. Нет, Раков! Йотти! Ишь. А? Глянь. Ну все, сейчас загнется Серикбай. А он пришел, Зонгулах сказал, масло дает. Рахмет, Серикбай. Айран дает. А? Ай, Чистый лед. дай, наливайте я. Другой я поеду, что видел, скажу, КамАЗ дает. Начальник, народ все хочет знать, кто родился, кто умер, кто кабель урлата, воровал. Майман все знает. Давай сюда. Халай. Geçer. А, Ço. Серикбай, давай меняться. Ты мне лепешку, а я тебе сало. Ветраков! Чё? Йотти! Это я пошутил. Колокольников! Подмени часового! Да чего бояться в мирное время? У милиции мирного времени не бывает. Видел голубчика? Да это последние. Ну дай то бог. Начальник, Майман не убивал, не воровал, не женился. Он совсем плохой. Плохой, но не глупый. Глупый, кто против власти идет. А, толково. Ey kızım. Еще в кошачьей.
Абайлаңыз, Ореке. Осторожно, Ореке. Сейіт. Сейіт, седлайте коней. О, қасиетсіз қаңғыбас. Выходи, почтенный, не оскверняй святую могилу. Ассаламу алейкум. О, славный воин, боюсь запачкать твое имя своим нечистым дыханием. Погоди, слушаюсь. Я нищий странник, кормлюсь новостями. Аллах в своем всеведении всегда заносит меня туда, где происходят грозные события. Я с детства сирота. Я помолюсь за тебя. Молитва сироты быстрее доходит до Бога. Живи долго, Майман-проводник. Давно тебя не было в наших краях. Кого теперь собираешься увезти на ту сторону? Не спрашивай меня, ясновидец. Я живу потому, что Аллах мне позволяет много говорить, но ничего не сказать. Не лишай меня дара никому не приносить вреда. Может быть, и тебе еще пригодится, старый сирота. Для меня нет границ. Это сильные обозначают свои владения, а меня ведет Аллах как ничтожного, поддерживая подмышки. Нас освободили, а сами в путы попали, Ореке. Ради вас я готов конец жизни провести спеленутым, как младенец. Готово, Батыр. Ничего, в седле можно. Собирайтесь. А что с этими будем делать? Родичи, люди добрые. У меня 5 детей. 2 девочки, совсем маленькие. 3 сына. Старики больные, в руки смотрят. Пожалей моих детей, Ореке. Развяжите беднягу. Дайте ему сойл. Подними. Докажи, что любишь своих детей. Убей его. Отпущу. Палки-то зачем? Пулю пожалели. Я для вас не жалел ее. Эх, ящур кошачий. Говорил я старшому. Вот и приехали. Давай, Серикбай. Бей, дорогой товарищ. Бей. Ничего, Серикбай. Вдвоем все-таки легче. Шутил над тобой, прости. Ореке, маған жолыңызды беріңізші. А детей советская власть не оставит. Ореке, тайт!
Сломал мне горло окаянный. Ничего, оклемаюсь. Чего же это он нас? А? Серикбай. Бог палку наказал, Петр. Но твоя голова смотрел. Ладно. Петр так Петр. Все равно заново родился. Теперь, Серикбай, ты мой крестный. Эй, Сеид! Эй, Сеид, помнишь? Вот здесь тот рыжий тебе штаны спускал. Ой, Сеид біздің батыр ғой, жау жарағы сайлау деп. Батыр Сеид был так ловок, что мог нужду справлять со связанными за спиной руками. Замолчи, болтун. А про меня такое не скажут. Я терпел. Терпел, пока мы не оказались сверху. Показав зад врагу, ты потерял лицо. Ты карабет. Твоего позора никто из наших не видел, кроме меня. И мы теперь ни в чем не соперники. Мы братья. Ты младший. Ты понял меня? Понял? Тебе никто не поверит. Главное, что ты будешь верить. Когда я буду тебя называть Карабет. Тихо. Карабет. Ну что, будешь меня слушаться? Буду. Только молчи. Почему вы живые? Почему не они, а вы? Скорее. Отец, это Уразмерген. Вижу. Исчезните. Меня он не тронет. Тогда защищай нас, отец. Женщин в дом. Осади коня, невежа. Губайдулла, тебе старший сказал. Отпустите. Кому-то ведь надо ухаживать за гостями. Кто-то мне вчера переломил ключицу. Не ты ли? Извини, Уразмерген. Промахнулся. Я хотел попасть по голове. Наш народ на любой случай приготовил мудрость. Мужчины пока не подерутся, не подружатся. Так ведь? Знаю, почему ты меня выдал, собака легавая. Хотел один завладеть табунами. Я бы тебя сейчас раздавил за подлость твою, но... Теперь ты слушай мое «но». У тебя хорошие сыновья. Смелые, гордые. Таких все меньше в народе. Убивая таких, мы убиваем себя. Твой род, Серкей, известен храбростью мужчин.
Соберешь мне 100 джигитов, и никто не узнает, что в этом доме совершилось предательство. Пусть твои люди сойдут с коней. Каждый час, проведенный у тебя, приближает нас к небу. Но мы примем твое угощение. Угощайте гостей. Не буду скрывать, вот сколько джигитов у меня осталось. За последний год растерял людей. Что-то случилось. Меня начали предавать. Вот и ты предал. Сейчас другое время. Ты с ним борешься, но не понимаешь его. То, что тебе кажется предательством, было предательством раньше. Сейчас это по-другому называется. Честность не стареет, бай. Хотя и подлость всегда молода. Я слышал, ты искал хорошего учителя для своего младшего. Я подумал и решил, лучшего учителя, чем я, тебе не найти. Пришли его мне. Я из твоего ягненка воспитаю волка. Какая польза овце, если ее ягненок станет волком? Возьми с меня слово. И поверь, слово отца будет крепче, если его младший будет у меня. Снаряжайте его в дорогу. Его нет, он гостит у родственников. Ну что ж, среда, говорят, счастливый день для мусульманина. Значит, послезавтра в полночь мальчика пусть доставят к черным камням. Как только соберешь 100, и старший сын твой проверит ее в деле, которое я поручу, твой младший вернется. Пусть будет так, как ты сказал. Но ты все-таки послушай совет старшего. Я много лет был судьей в этих местах, и мне не раз приходилось называть невиновного преступником. И ты не первый, кого я предал. В дальний путь бери долгую думу. А твоя мысль рассчитана на короткую дорогу. И дорога эта приведет к пропасти тех, кто пойдет за тобой. И это самое страшное предательство. Плохого судью себе выбрали албаны. Ой, плохого. Скорее Алатау в песок превратится, чем твоя дома станет моей, Дос Мухаммед. Герой возвышается над толпой, как хан Тенгри над степью. Копыта Тулпары не ступала на вершину хан Тенгри, а степь топчут бараны. Оставьте чаши. Пусть будет счастье в этом доме. В среду вечером. А милиции скажи, он на вершине хан Тенгри. Пусть там ищут. Милиции скажи, я на вершине хан Тенгри. Этот щенок, кажется, пошел в Ораза. А? Стойте. Дальше мы пойдем с Нукером. Губайдулла,
Когда возьмешь табун, отправишь в Коксай, а сам сеятом иди к черным камням. Без заложника не возвращайся. Нас найдешь у прошлогодней норы. Слушаюсь, таксыр. Идите. Да, еще вот что хочу сказать. Помни, Губайдулла, пока вы верны моим словам, нас много. Вы моя кость. Обрастайте мясом. Эй, Булгаме! Булгайсын! Эй, кто там? Ай, тота! Стрелять буду. Абрет, милиция, милиция вы! Погоди, милиция заблудилась. Пойду узнаю. Чьи кони? Карашинского совхоза. Косяк у нас для породы. Для вас скакунов готовим. Хорошо, сказал. Не стреляйте, не стреляйте. Вы же обещали, что людей не тронете. Ты жив? Ногу не могу поднять. Нога не голова. Лучше б в голову попал. Бедный Сарсен. Себя пожалей. Бери этих кляч и скачи домой. Ты нам больше не нужен. И держи язык за зубами. Зря ты его отпустил. Он теперь меченый. Может попасться. Мы его брали только на это дело. Он ничего не скажет. У него дочери красивые. Накройте чем-нибудь. Осторожно. Осторожно. Бедный мальчик. Прикрой лицо. За что мальчонку порешили? Совсем озверел гад. Раньше в раз табунчиков не убивал. Что говорит старший табунчик? Так он говорит, в аул ездил. Ну-ка, позови. Есть. Было приказано раздать табунщикам оружие. Почему не выполнили? Мы раздали, товарищ начальник. Почему не предупредили людей, что в уезде неспокойно? Товарищ командир, кажется, доктор узнал коня. Зови. Доктор, командир зовет. Разрешите? Водите. Ну что? Товарищ Косымов, я боюсь ошибиться, но я узнал лошадь. В прошлом месяце ее приводили ко мне, я осматривал ее. Я тогда удивился, у нее была побита спина. Ну, понимаете, очень характерная потертость. Очевидно, лошадь валялась, а ей не протерли спины, оседлали. Репьи остались под попоной. Имя. Имя помните? Да. Но неужели он мог? Он всю жизнь батрачил. Бисмиллахи рахмани рахим. Аларке,
Вот уреки, пейте. Пейте с верой. Это горная смола, очень сильное лекарство, особенно от переломов. Пейте на здоровье. Ему-то верить можно. На этом свете только людям верить нельзя. Про кого это ты? Да про Досмухамбета. Я не Досмухамбету, обычаям верю. По-моему, любой предводитель ни на кого, кроме себя, не должен полагаться. А вы, как дитя, верите каждому. Но, Кер, ты смотришь на мир из-под лобья, как незаконно рожденный. Это присуще рабам. Досмухамбет мой учитель. Не знаю. Тут еще эти сплетни. Какие еще сплетни? Да брехня. Говорят, будто вы были близки с младшей женой Досмухамбета. Будто бы ее сын от вас. Болтают, в общем. Это ложь. Но ведь Досмухамбет верит этому. Иначе зачем он нас выдал милиционерам? Нет. Он хорошо знает, что мужскую дружбу я на постель не променяю. И хватит об этом. Иди посмотри, нет ли наших. Что-то задержались они. Уже 2 часа после полуночи. Они не придут. Надо возвращаться. Без заложника? Мы не виноваты. Зато знаем, кто виноват. Шутить с нами вздумал. Без заложника не вернемся. А ну, поехали в аул Досмухамбета. Никого нет? Как это нет? И вещей нет? Откочевали, наверное. У него есть горная Джайлой. Я так и знал. А где это, я не знаю. Не верь тому, кто предал. Раз Мерген стал промахиваться. Сокол промахивается, он разбивается о камни. Не говори так об учителе. Все, что мог дать, он уже дал. Теперь он ошибается. И мы это видим. Надо же, 2 суток не смыкали глаз. Капан должен знать, где пастбище Досмухамбета. Он его родственник. Вставай, поехали. Заткни пасть, Карабет. Жди, пока я решу. Поехали. Он не убежит. Разрешите, я приведу его. Идите.
Здравствуйте. Хозяин дома? Доктор, ты бы его подлечил. Мало ему всего, так он еще и охромел. Я же по лошадям. Чем он лучше твоего Мерина? Шляется по ночам, ноги ломает. Ассаламу алейкум. Саламат, па доктор. Здравствуй, доктор. К еде подоспел, значит, добра желаешь. Капан, отойдем немного. Там во враге тебя ждут люди, Капан. Им с тобой поговорить надо. Кто они? Милиция. Милиция. Капан. Капан, садись на моего коня. Тебе трудно идти. Я не убивал. Это они, люди Урасмергена. Они хотели опозорить моих дочерей, если я не покажу табун. Они обещали не трогать людей. Они убьют моих дочерей. Вот это и скажешь милиции. Если ты не виноват, тебе нечего бояться. Я слабый человек. Прости меня, доктор. Стой, Капан, не делай глупость! Не стрелять! Прочевым! Ай, молодец! Молодец, доктор! Обыграл нас, да? Я же приказал не стрелять! Не стрелять, прочевым! Командир, это не наши стреляют! Догнать! Вперед! Пощадите. Это не я. Я не убивал. Это люди Урасмергена. У меня дочери. Болтун. Батыры не губите. Хватит, куда откочевал Досмухамбет? В Урмансай. У него 2 джайляу. Где это? Вы его сами не найдете. Я вам покажу. Тихо. Вперед! Смотри-ка, сам Касымов за тобой гонится. Теперь не догонит. Они пошли по лощине, а там тупик, километров через 10. Они что, на небо взлетели? Тауға ертеректе көтеріліп кеткен ғой. Раньше поднялся, а это на гора, я. Поехали обратно. Поворачивай! Далеко забрался Досмухамбет. Но от нас не убежишь. Веди нас к родственнику. Знакомиться сами будем. Ты уж помалкивай. Красивый у тебя младшенький, бай. Хорошая у него судьба будет. Это не мой сын. Сын табунщика. Куда путь держите? Ко мне ехали или мимо? Мимо, это уже Китай. Что побудило вас уйти с прежнего Джейляу? Уж не собирается ли Байдус Мухамбет навестить своих родственников за кордоном? Как ты разговариваешь со старшим? Это наше родовое Джейляу. Когда хотим, тогда приезжаем. Отец уже давно не бай. Он роздал скот беднякам.
Родственникам бедным роздал. Чтобы сберегли. Знаем. Вот, Капан ваш родственник разбогател. Вы обещали Уразмергену дать в заложники своего младшего сына. Что-то мы его не видим. Сын мой уехал к родственникам. Еще не вернулся. Можем и съездить, если укажете где. На той стороне. Со мной только старшая и дочка. А старших в заложники не берут. Дочерей обычай не позволяет. Много развелось лихих людей. Приходится беречься. Дочка твоя через пару лет на 2 табуна потянет. Как такая роза в бурьяне растет? Убери глаза. Вот на корову лучше смотри. Как люди распустились, Сейдшан. Кажется, нам здесь делать нечего. Оставляем вам вашего подстреленного родича. Пусть он побудет у вас заложником. Ну, а что передать Уразмергену? Вот. Ясно. Этот старик не зря у них пасется. Я сразу понял. За кордон собрались. Прощай, Капан. У нас дела. Дочка, потуже перевязывай. Вот так. Золотые у тебя руки, красавица. Ну-ка, протяни их. Эй, Капан, разве это твой верблюд? Ни о чем не спрашивай, бай. У тебя верблюдов много, а у меня жизнь одна. Прости мою простоту, мудрый, но вот совет ничтожного. Надо было сказать, что это твой сын. Они ведь не знают твоего младшего в лицо. Украли у тебя сестру, сынок. Ну что там? Нашли, товарищ командир. Стерикбай нашел следы. А ты уверен, что это те следы? Он ошибиться не мог. Это лошадь Петракова, сломана задняя подкова. Товарищ командир, может, передохнем, люди устали. Хорошо, 10 минут. Привал, 10 минут! Петраков, Жумабаев, вперед по следу. Давай. Есть! Отставить! Семенов, Хасенов, вперед по следу. Есть! Ну и что? Сидите. Ну что, обиделись? Издеваешься? Лучше пострелял, чем так. Надо будет, расстреляю. Я вам не Уразмерген. Однажды он меня тоже отпустил.
Любит он казаться великодушным. В 21-м под Зайсаном я отбился от отряда и попал ему в руки. По-дурацки. Ну, думал, все. А он взял и отпустил меня живым. Я. Никогда себе этого не прощу. По коням! Очень спешите, уважаемый. Время есть поговорить? Спрашивай, командир. Поворачивай своего скакуна. Поговорим по дороге. Пусти. Пусти меня, пить хочу. Нельзя, вода холодная. Губайдулла, коням бы дать передышку. И мне тоже. Эй, тоқта! Тоқтасаңыз! Қайда барасың? Тоқтасаңыз! Тоқта! Ой, қорбаңдаған байқұс. Много не пей. Тамағыңа ұрып қалады. Остынь сначала, девочка. Түйенің жаны сіреген жарық. Оба болды ғой бешераға. Товарищ командир, может, отпустим старика? Обузой будет. Верблюд в горы не полезет. Пусть на себе везет верблюда. Он не старик, он пособник. Из-за него мы так. Ха-ха! Серикбай, это, наверное, вчерашний. Наверное. А это вот твой конь. Это. Товарищ командир, много коней прошло по лощине. Наверное, тот табун. А те, за которыми мы гонимся, опять поднялись в гору. Что будем делать? Эй, сколько с табуном ушло? Я же старше тебя, Джигит. Не мучай меня перед смертью, называй, как у нас положено. Я отец детей. Сколько ушло с табуном? 3 или 4? У Расмергена не было с ними? 5-й раз говорю нет. Если у тебя к людям нет жалости, пожалей животные. Верблюд на камнях ноги стер. Не пойдет он туда. Вы друг друга убиваете, а верблюд причем? Сколько раз говорить, где табун, там Расмерген. По лощине! За табуном! Қазір барғаннан кейін бауырсақ та болады, ет те болады. Сейчас приедем. Баурсаки будут, масло, мед. Кішкене шыдайды. Потерпи. А зачем вы меня украли? Вы на мне женитесь?
Вы женитесь? Не бойся. У вас нет колыма? Что берется даром, то не ценится. Вы бедный? Бедняги мы. И он, и я, все мы бедняги. Қозғалма, көтер қолыңды. Ни звука, руки вверх. Товарищ командир, взяли обоих. Это табун Карашинского совхоза. Қозғалма дейім. Стой, стой, говорят. Тоқта! Не стреляй, не стреляй. Я же сказал не стрелять. Как он мог убежать? Так, в засаде остаются 4, остальные в ущелье. Быстро! Борас Батыр заждался джигиты. Лишнюю ночь пропадаете. Думали уж все. Зато с заложником. Помоги Сеиду. Надо бы уложить. Постели попону. Я сейчас принесу. Жол бойы ұйықтап келді. Всю дорогу спала. Қағынып, құлатсызда жүрмегенде ғой, Сейіт. У тебя уже могли бы быть такие дети, Сеид. И у тебя тоже. Я еще молодой. Тура хан сарайына кірген. Как во дворец к хану входим. Ей, Құбайдолла, аузыңа ие болсаңшы. Помолчал бы лучше. Губайдулла, тебя зовут. Эй, холопайсыз, нақыл көпірден өтірді. Эй, косолапый, когда будешь переправляться, смотри, не грохнись. Сам не споткнись. Вот, значит, как. Стреножили меня. Стреножили. Когда и где это было, чтобы в заложники девчонок забирали? Вы нарушили обычаи. Оскорбили род Серке. Лишили меня сотни джигитов. Теперь безногий волк превратится в гончую. Ты мне черную весть принес, Губайдулла. Все узнают, что Оразмерген отнимает дочерей. Кто мне теперь доверит своего сына? Мы вернем девчонку, Таксар. А кто вернет мое доброе имя? Я, Оразмерген, теперь вынужден оправдываться перед лживой собакой. Молись, Губайдулла. Таксар, молись. Нөкер. Где Мекка? Нөкер, Губайдулла менің көз алдында өсті. Туған баламмен бауырым. Нөкер, Губайдулла 10 лет мужал на моих глазах. Он был мне и сыном, и братом. Что делать? С
Свою участь он выбрал сам. Құралайды көзін атқан ұлы мерген атым бар. Теперь я знаю, почему вы всегда попадаете в цель. Почему вас называют великим стрелком. Палач не промахивается. Молись, мой Сейд. Я уже помолился. Зачем дважды? Ты всегда ленился это делать. Передай Губайдулле, такими, как вы в этот час, я хотел бы видеть каждого. Я не устал от твоей верности. Кто со мной останется? Пусть люди не подумают, что мы ушли преступниками. Обещаю. У нас и там много врагов. И там мне понадобятся верные души. Прощай, мой Батыр. Прощай, Ураке. И ты прощай, Нукер. До 100 лет проживешь, Сейд Батыр. Урас Мерген дважды в одного не стреляет. Пойдем, пойдем. Нукер, не забудь отправить матери Губайдуллы 20 лошадей в счет Куна. Он погиб в бою. Перевяжи мне эту проклятую руку или отруби совсем. Не спать, ребятки. Отдохнем, когда Розмергена поймаем. Я жігітім? Ну, продолжай. Біз обастанақ екеуақпыз. Ораз батырдың қайда екенін білмеймін. Нас двое и было. Где Урас Мерген, не знаем. Должен был прийти или прислать за нами. А Мымбая застрелили. Бедняга. Он уговаривал меня вернуть вам табун. Говорил, хватит нам. Раньше угоняли в Китай. Получали деньги и домой. А теперь Урас Мерген войну начинает. Мы не воины. Если кони для войска, мы пропадем. Давай, говорил, вернем. Трофим, сколько свежих коней можем заседлать? Из табуна, что ли? Так они еще под седлом не ходили. Их не поймаешь. Подайте кто-нибудь воды. Вы бы поспали, товарищ начальник. Рано еще, рано. Чего же ты так? Плохо охранял.
Оставили на пост, не спи. Еще рано спать. Воронин. Я. Нургазиев. Оу. Смените дозорных. Смотреть в оба. Ясно? Понятно. Есть. Есть. Командир, подойди сюда, хочу сказать. Сам подойди. Первым у меня сын был твоих лет. Умер. Потом дочери пошли. Был бы жив, стал бы таким, как ты. Понял. Но отцом тебя назвать не могу. Тебе уже 3 расстрела полагается. Обращайся ко мне как к старшему. Говорите. Не здесь Ураза ждать надо. Он наверняка поедет к Досмухамбету. Это он вам сам сказал? Тогда зачем нас сюда завел? Оставь несколько человек здесь, на всякий случай. С остальными езжай к Досмухамбету. Понятно? Досмухамбет не уйдет, пока не получит дочь. У казахов девочек в заложники не берут. Ураз должен вернуть ее. Петров. Да. Подойди сюда. Я слушаю вас. Сколько у нас верховых лошадей? С заводными 4. 4 свежие, товарищ командир. Останешься за меня. Задашь ясно. Хорошо. Замаскируйтесь и ждите. Крайний срок 3 суток. Потом вернетесь в совхоз, если не дам знать. А вы, товарищ командир? Я последний раз поверю этому отцу детей. Прежний Ураз Конократ пришел бы сюда, угнал бы табун и за кордон. Но нынешнему Уразу Мергенову люди нужны. Всадники для этих коней. Поэтому он и затеял разговор с Досмухамедом. В залог сына хотел взять, а забрали девочку. Он девочка вернет, может, и прав старик. Давай еще 3. Спроси, кто согласен. Сейчас приказать только себе можно. Нет. Дай этих 2, которые у Мазара уцелели. А где дядя Губайдулла? Спит Губайдулла. Спит. А куда мы едем? Домой. К вам. Вон наш аул. Айна, иди. Если нет чужих, выйдешь из юрты в красном камзоле. А чужие это кто? Кого ты не знаешь, это чужие. А если есть чужие? Выйдешь без камзола. Просто сними камзол и выходи. А у меня есть еще зеленый, бархатный, парчевый. Я хочу выйти в парчевом. Нам красный больше нравится. Если ты выйдешь в красном, мы придем в гости чай пить. Только не говори отцу, что мы здесь. Посмотри и выйди. Иди. Дай Аллах, чтобы вышло в красном.
Отец, Айнаш вернулась. Мама, где мой красный камзол? К нам гости едут. Почему большевики сделали красный цвет своим, Батыр? За черным бы никто не пошел. Не похоже, что чужие есть. Лошадей не видно. Мама, в ауле нет чужих? Вот она. Как мак весенний. Как кровь. Не каркай. Смотри, командир, я был прав. Хорошо, отец. Один расстрел снимаю. Приготовились. У размерка набрать швы. Есть. Почему людей не видно? Здесь сойдем. По реке я пойду разведаю. Не надо. Теперь мы гости. Ты куда, белолицая? Мы к вам, а ты от нас. Отпусти, проклятый, муж увидит. Спасайтесь, там засада. В юртах засада. Скачите, мы задержим. Поддержи. Батыр, уходите. Она не врет. Сойди с коня, Сеид. Надо уважать дом. Эх, Батыр. Есть в этом доме хозяин? Мы знали, что ты придешь. Ты слишком уважаешь обычаи. Это тебя и погубило. Оглянись. Бросьте оружие. Брось, говорю. Того, кто нарушил обычаи, я наказал собственной рукой. Поздно, раз. Зря ты меня недооценил. Обычаи умирают, а ты в это не верил. Вот в чем твоя главная ошибка. Получай. Досмухамбет, очнись, собака. Свой скот ты мог бы забрать и без крови. Ты заставил лгать ребенка. Встать! Не могу, начальник. У меня перебиты ноги. А того, кто мутил народ, убил я. Народ тут ни при чем. Ты свое богатство спасал. Он, прикрываясь народом, искал славу. А тебе нужно было сохранить богатство. Обоим вам было наплевать на народ. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Өмірден хабарсыз жаңа туған.
ар бесігің кең жаһан тарылмаған. Біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғын келеді, сәби болғын. Анна сүті аузынан арылмаған. Сәби болғын келеді, сәби болғын. Анна сүті аузынан арылмаған.